В республике продолжается работа по информированию граждан о предстоящем общественном голосовании. Напомню, с 26 апреля по 30 мая жители выберут территории для благоустройства. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в федеральный проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» и будут преображены в 2022 году. По этому поводу в Аки-Юрте прошла встреча со школьниками. Микаэл Тангиев с подробностями. Аки-Юрт. Численность населения 1480 человек. Центральная улица Шоссейная, километр длиной, участвует в общероссийском рейтинговом голосовании. В случае победы она будет выбрана для дальнейшего благоустройства и заметно преобразится. Запланировано тротуары, освещение у нас вообще, можно сказать, ноль. И озеленение, посадок деревьев. Если выиграете, да? Если выиграете, планируем. Но это тротуар у нас основной. Принять участие в голосовании может каждый житель, которому исполнилось 14 лет. В Доме культуры Аки-Юрта собрали учащихся местной школы для того, чтобы пояснить, насколько важно сделать свой выбор в пользу развития села. Только учитывая мнение взрослого населения и молодежи, можно добиться нужных результатов, считают представители власти. В 2022 году в рамках этой программы в двух сельских поселениях мы предварительно отобрали 2 улицы для благоустройства. Поэтому мы в сельских поселениях Сагапши провели такое же мероприятие. В Сагапшах у нас в плане благоустройства в 2022 году улица Исламская, а в сельском поселении Аки-Юрт, в сельском поселении у нас улица Шоссейная. Мария Мисупова – ученица 10 класса местной школы. Каждый день ее путь к альма-матер лежит через улицу Шоссейная. Если летом еще можно как-то пройти по обочине дороги, то зимой это целое испытание. Рейтинговое голосование – это шанс все изменить. И не время оставаться в стороне, уверена Мария. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы появилось больше освещения, чтобы были отремонтированы дороги. Хотелось бы еще, чтобы появились тротуары, так как пешеходам неудобно ходить по дороге, особенно школьникам во время, когда мы ходим в школу, особенно тогда и когда возвращаемся. Зураб Плиев тоже готов отдать свой голос за преображение улицы. В свободное время школьник увлекается спортом и в будущем надеется на серьезные перемены в родном селе. Я бы хотел, чтобы именно нашу улицу благоустроили, потому что в слякоть, в дождь там очень сложно пройти, все такое. Также хотелось, чтобы построили спортзал, парк различный, чтобы люди смогли отдохнуть и отвлечься от житейских проблем. Выбирать жители Малгобекского района будут между территориями Аки-Юрта и Сагапши. В последнем уже прошла такая же встреча с жителями. Всего в рейтинговом голосовании в Ингушетии участвует 9 муниципалитетов, среди которых 4 района и 5 городов. Каждый район включил в список по 2 общественных пространства, а каждый город по 8 территорий. Всего на общественной платформе от республики их будет 48. По мнению властей, вовлечение жителей в процесс выбора объектов благоустройства позволит создать удобную, интересную и разнообразную городскую среду. Рейтинговое голосование выявит по-настоящему востребованные общественные пространства, которые могут стать первым шагом для дальнейшего развития территорий. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.